Национальное достояние Таджикистана. Республика Таджикистан расположена в центре Евразийского континента. Площадь страны составляет 143 тысячи квадратных километров. 93% ландшафта – это горные системы Памира-Алая и Тяньшаня. И лишь 7% – равнины и плоскогорье. По запасам пресной воды Таджикистан занимает первое место в Центральной Азии. В период половодья здесь формируется от 60 до 80% водостока всего региона. Гидроресурсы ледников и горных рек Таджикистана в основном используются для орошения посевных земель и выработки электроэнергии. Вся электроэнергия вырабатывается на гидроэлектростанциях. Годовая выработка энергии – 20 миллиардов киловатт-часов. Однако специалисты оценивают потенциал в 527 миллиардов киловатт-часов. Таким образом, сегодня Таджикистан занимает 8-е место по абсолютному потенциалу выработки электроэнергии в мире, а среди стран СНГ по этому показателю республика уступает лишь России. У нас мало газа и нефти, но есть водные ресурсы. Потому развитие гидроэнергетики – это приоритетная задача для республики. И сейчас в этом направлении в стране ведутся большие работы. Мы должны добиться энергетической независимости Таджикистана. Страна обладает значительным потенциалом в области гидроэнергетики, который еще мало реализован. Сейчас парк гидроэлектростанций насчитывает несколько десятков малых и 9 крупных ГЭС, среди которых Нурекская мощностью 3000 мегаватт и строящаяся Рагунская мощностью 3600 мегаватт. По мере наращивания энергетических мощностей правительство Таджикистана делает ставку на создание энергоемких производств. Таджикская алюминиевая компания – это самый крупный потребитель электроэнергии в Таджикистане. Она покупает 36% энергии от общей выработки. Именно поэтому гидроэнергетику называют кровеносной системой алюминиевого гиганта. А сам алюминиевый завод является становым хребтом таджикской экономики. Первичный алюминий является основным экспортным товаром Таджикистана. Доля этого металла в общем объеме экспорта республики ежегодно составляет в среднем 70%. Сегодня Талку входит в десятку крупных мировых производителей алюминия. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон на встрече с коллективом завода назвал таджикскую алюминиевую компанию визитной карточкой промышленности страны. Именно поэтому во время своего первого визита в Республику Таджикистан президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко стал гостем таджикского алюминиевого завода. Сегодня Талку производит первичный алюминий. 98% выплавленного металла экспортируется за рубеж. Вся продукция имеет международный сертификат качества. Согласно этим стандартам, таджикские металлурги производят чушки малые, Т-образные и цилиндрические слитки, а также катанку. Талку, входящий в десятку крупнейших мировых производителей алюминия, в течение последующих лет продолжает подтверждать репутацию одной из самых динамично развивающихся компаний Таджикистана. Эта позиция обеспечивается современным менеджментом и международной системой финансовой отчетности. Именно вокруг Талку сегодня действуют и вновь формируются десятки заводов, производящих сырье и запчасти, работают электростанции и горнодобывающие производства. В результате чего возникают производственные цепочки, которые и образуют развитое индустриальное государство. Стратегия устойчивого развития открыла для компании новые горизонты и возможности. Она планирует развивать и укреплять сотрудничество, реализуя в Таджикистане проекты государственного партнерства. Компания приступила к осуществлению жизненно важных проектов, программ по использованию производственных мощностей Республики Таджикистан и перехода Талку на местное сырье, логическим завершением чего станет создание таджикской химико-металлургической корпорации. Этот беспрецедентный по своим масштабам проект позволит развить инфраструктуру ряда регионов республики, значительно повысить их экономический и социальный статус. Реализация программы Талку перехода на местное сырье позволит создать дополнительно более 10 тысяч рабочих мест. Таджикская алюминиевая компания активно включилась в реализацию стратегии правительства Республики Таджикистан, направленную на эффективное использование энергетического потенциала Таджикистана, в частности, через создание новых энергоемких производств, важной составляющей которой будет использование местных сырьевых ресурсов. Одним из таких промышленных объектов является завод Нокили Талку, введенный в эксплуатацию в августе нынешнего года. Осознавая значимость для экономики страны нового завода Нокили Талку, на церемонии его официального открытия принял участие лично глава государства Эмомали Рахмон. В строительстве завода Нокили Талку в Душанбе, начатого в марте 2008 года, приняли участие более 10 крупных отечественных строительно-монтажных и других организаций.
Алюминсофтмон, Энергосервис, корпорация Сомон-Душанбе, ЛС Азия Энергостройпроект, Самон Таджиксофтмон, Гипропром, Сомон Таминот, Орион Арк, Сомон Сануат, Спецтехника, Сомон Багдад и другие. Одновременно возводилась вся инфраструктура предприятия. Стоимость проекта составила более 35 миллионов долларов США. Новый кабельный завод имеет широкие возможности благодаря высокотехнологичному оборудованию. Изготовление кабеля осуществляется на оборудовании крупнейших и ведущих в своей отрасли мировых компаний Malifer Extrusion Финляндия и Sictra Sierra Италия с использованием сшитого полиэтилена в качестве изоляционного материала. Это позволит сократить удельный вес самого кабеля и в то же время увеличить срок его эксплуатации. Таджикские специалисты гарантируют, что максимальный ресурс кабеля из сшитого полиэтилена составит не менее 50 лет. Продукция Нокили Талко – это обычные бытовые электропровода с изоляцией, контрольные кабели, провода с поливинхлоридной изоляцией с сечением от 95 до 300 мм в квадрате, а также кабели высокого напряжения из пероксидно-сшитого полиэтилена с пониженной пожароопасностью. Но главное – неизолированные стали алюминиевые провода с сечением 95-600 мм в квадрате для высоковольтных линий электропередач. Важным фактором выступает возможность обеспечить значительное снижение себестоимости производства за счет использования местного сырья – алюминиевой катанки, производимой на таджикском алюминиевом предприятии. На внутреннем рынке потенциальными клиентами завода выступят отечественные гидроэлектростанции, предприятия энергоснабжения Барки Тоджик и Памир Энерджи, а также коммерческие структуры и строительные компании. Производственная мощность завода, которая сейчас составляет 10 тысяч тонн электрических кабелей в год, в перспективе будет значительно увеличена за счет освоения производства выпуска кабелей и проводов на основе меди. По применению уникальной технологии ноу-хау, новый отечественный кабельный завод будет являться первым и единственным в Центральноазиатском регионе и четвертым на территории постсоветского пространства, что открывает потенциальные возможности не только для полного удовлетворения нужд республики, но и для освоения зарубежного рынка в будущем. Нокили Талко – надежный проводник в энергетическое будущее Таджикистана.